Добрый вечер. В эфире телеканал АТР. Вы смотрите программу «Прайм Мацарский». Я, Юрий Мацарский, снова здесь с вами для того, чтобы рассказать о важном и интересном из того, что происходит в мире. Причем я вот решил сегодня начать не как обычно это делаю, не какие-то вот такие вот вещи более-менее свежие, которые произошли вот несколько дней назад или происходят прямо сейчас. Я решил сегодня несколько вдариться в историю. Почему я так решил? Потому что я тут в последних нескольких своих программах достаточно много и часто вспоминал Иран и человека, который там занимает должность верховного лидера этой страны, и называл его по имени и присовокуплял к этому имени еще и его почетный титул. Его зовут Аятолла Хаменеи. И мне вот коллеги здесь на телеканале АТР после одной из программ говорят: слушай, подожди, а какой же Хаменеи, когда Хамейни? Я говорю, нет, это два абсолютно разных человека. Несмотря на то, что они хорошо друг с другом ладили, а несмотря на то, что и тот, и другой верховные лидеры, но на самом деле это два абсолютно разных человека. И сегодня я вот начну программу, вкратце расскажу о том, кто такие лидеры Ирана, верховные лидеры Ирана, откуда они взялись, как стать верховным лидером Ирана. И самое главное, чем же Аятолла Хамейни отличается от Аятоллы Хаменеи. Итак, нынешний верховный лидер Ирана, вот его зовут Али Хаменеи, он занимает эту должность с 1989 года. Вот все это время, с 1989 года, это уже больше 30 лет, человек сидит на одной и той же должности, и он является самым главным. Вот главнее его вообще никого нет. Во всем Иране он самый главный. Несмотря на то, что там есть правительство, несмотря на то, что там регулярно избирается новый президент, несмотря на то, что там есть суд и много самых разных ветвей этой самой судебной власти, все эти люди, вообще вся власть так или иначе действует либо вот с оглядкой на верховного лидера, либо вот, что называется, под прямым присмотром верховного лидера. Без него ничего не бывает. Это тот человек, который, ну, например, утверждает даже списки кандидатов в президенты. Если вот кому кто-то не понравился, вот вы видите, вот он нынешний верховный лидер, для его обозначения еще, кстати, используется персидское слово «рахбар». И оно активно очень используется и в качестве такого обращения вежливого к нему. Ну и, в принципе, он в медиа, и не только в иранских медиа, так именуется рахбаром. Вот, кстати, вот эта вот должность верховный лидер, это уже такое добавление. На самом деле в Конституции, в нынешней иранской Конституции, он называется просто лидером, потому что верховным лидером Ирана, вот тем человеком, той сущностью, которая должна управлять страной, должна управлять государством, назван скрытый имам, 12-й имам вот, собственно говоря, из шиитского богословия. Иран абсолютно шиитская страна и с шиитским большинством, и, соответственно, вот исламская революция, которая победила в 1979 году, она была в первую очередь шиитская революция, привела к власти шиитское духовенство. И по большому счету то, что вот тот строй, который установился в Иране после той революции, он называется теократия, то есть власть богословов, власть людей, имеющих непосредственно отношение к религии. Не так уж и много, на самом деле, теократий в стране существует. Вот помимо Ирана, ну, наверное, можно вспомнить только Ватикан, да, где главой государства является сразу и глава католической церкви. Так вот, шииты особо почитают 12 своих имамов, 12 прямых наследников первого имама Али, зятя пророка Мухаммеда. И, собственно, 12 этих людей, 12 этих мужчин, сменявших друг друга последовательно, и дали название главному течению шиизма двунадесятники, они известны. Последний, 12-й имам, как считается, как верят шииты, спасаясь от преследований, будучи еще
подростком, больше 1000 лет назад это происходило, если верить шиитским источникам, ушел в тайное непознаваемое состояние сокрытия. И вот он пребывает где-то в этом состоянии сокрытия, но тем не менее дает какие-то, как верят опять же шииты, дает какие-то наставления, дает какие-то сигналы, делится какими-то тайными знаниями с людьми, которые могут эти тайные знания понять и расшифровать. И вот, как верят, опять же, шииты, есть очень узкий круг людей на земле, которые умеют понимать и толковать эти самые послания. Очень узкий круг людей, которые вот что называется, максимально близко находятся к вот этому самому сокрытому имаму. И вот в конституции иранской прямо написано, что пока имам находится в сокрытии, пока он вновь не явил себя миру, руководить Ираном, ну, фактически от его имени, назначается человек, который наиболее глубоко познал, собственно говоря, глубины шиитской веры, который лучше всего разбирается в доктринах шиизма, который глубже всего проник в тайны, открытые, вот, собственно говоря, лишь этим самым 12 имамам. Естественно, никто не избирает этого человека прямым голосованием, нет там общенародного голосования. Того же президента в Иране избирают общенародным голосованием, люди ходят на избирательные участки, голосуют и дают голоса, но в ситуации с верховным лидером, вот с главным, самым главным, конечно, здесь нет такого, нет истории с всеобщим голосованием, нет массовых походов на избирательные участки. Есть такой очень узкий круг как раз-таки богословов, экспертов. Он называется, этот узкий круг, Совет стражей или как раз Совет экспертов, по-разному переводят. Вот вы видите, это те кадры, на которых сразу двое аятол вместе. Аятолла Хамейни, тот человек, который, собственно говоря, организатор исламской революции, который в 1979 году и стал тем самым лидером, верховным лидером Ирана. Но в 1989-м он умер, и его один из ближайших сподвижников, аятолла Хаменеи, стал новым верховным главой. Еще его называют великим аятоллой. Есть, да, даже такой термин. Вот он, собственно, сменил своего покойного товарища во главе государства. Собственно, кстати, аятолла, само по себе слово аятолла, которое переводится примерно, можно перевести как отмеченный Богом или как знак Бога, это вполне себе официальная такая степень богословская или титул богослова. В шиизме есть 4 разных градации, 4 разных степени, которые вот человек, изучающий доктрины шиитского ислама, проходит и получает. И вот аятолла — это самое высшее, это тот человек, которому открыты уже в самые разные тайны. Аятолла — это тот человек, который уже может трактовать любые богословские тексты, сам пишет эти богословские тексты. Человек, который не спотыкается никогда и никогда ни в чем не сомневается, трактуя те или иные положения шиитского богословия. Пытался, кстати, я вот разобраться, даже обращался к моим иранским знакомым, коллегам, когда готовил материал. Собственно говоря, как происходит? Есть ли какой-то аналог, там, я не знаю, сдачи докторского минимума или кандидатского минимума для тех людей, которые претендуют на звание аятоллы? Оказывается, нет. На самом деле это все очень сложный процесс, который часто растягивается даже не на годы, а на десятилетия. И все равно совсем не факт, что человек, который десятилетиями занимается изучением шиизма или даже преподает где-то в каких-то религиозных заведениях основы шиитского ислама, совсем не факт, что он станет аятоллой. Есть какие-то вот такие отдельные, такие точки, на которые стоит указать, прежде чем собственно говоря, перейти к дальнейшему разговору. Итак, для того, чтобы человек получил, собственно говоря, титул аятоллы, во-первых, он, конечно же, должен закончить
одно из важных, собственно говоря, шиитских училищ, связанных с какими-то событиями историческими, тесно связаны географически, исторически с шиитской верой. Это несколько городов, они в Иране и в Ираке в основном расположены. Наджаф и Кум, два основных города, в которых есть такие шиитские богословские заведения. Но вот одного окончания этого заведения недостаточно. Нужно еще действительно, как я уже сказал, как я уже повторил, без запинки трактовать любые совершенно тексты, касающиеся шиитского ислама. Нужно обязательно самому отметиться какими-то трудами, в которых есть те или иные трактовки и объяснения каких-то, может быть, спорных, может быть, не до конца понятных прихожанам пунктов доктрин шиитской веры. Кроме того, это вот в шиизме очень важная деталь. Шииты, для того, чтобы стать у шиитов человеком, на которого нужно ориентироваться, нужно действительно заслужить еще среди своих прихожан, среди своих учеников титул, который называется у шиитов марджа. Это тот человек, который является таким образцом добродетели, образцом понимания, образцом, на который стоит ориентироваться, и тот человек, который вот своими действиями или своими суждениями может быть такой моделью для своих последователей. И только такой человек становится аятолой. Но аятолла – это еще, собственно говоря, стать аятолой – это не значит получить доступ к вот этому самому верхним эшелонам власти. Вот нынешний аятолла, он оказался, аятолла Али Хаминеи, он, кстати, азербайджанец по происхождению, оказался не просто так на этой самой верхушке власти, он действительно был очень таким близким соратником предыдущего аятоллы Хамейни, который даже в какой-то момент продвинул своего куда более молодого на тот момент товарища на пост президента Ирана. И прежде чем прийти на пост самого главного в Иране человека, он побыл вторым в иерархии человеком, он побыл президентом. Кстати, есть даже вот на одном из тех видео, которые вы видели, есть его перевод с персидского языка, из которого следует, что после того, как аятолла Хамейни умер, его преемник Хаминеи согласился занять пост верховного главы только на время. Он не хотел, не очень горел желанием становиться вот постоянным главой Ирана и всю свою жизнь посвятить тому, чтобы управлять государством. Он в этой речи заявлял о том, что он не считает себя готовым, не считает, что у него есть необходимые качества, но, тем не менее, обстоятельства сложились таким образом, что его вот этот самый совет экспертов избрал главой, и вот он пребывает во главе Ирана. Да, повторюсь, он главнее судов, он главнее правительства, он главнее парламента, он главнее президента. Он может фактически отменять, наверное, любые судебные решения. Он может, его указ оказывается сильнее, мощнее и эффективнее указа президента по той простой причине, что вот он в Конституции, в главном документе указан тем человеком, который, фактически замещает того самого сокрытого 12-го имама и по большому счету действует от его имени. И он не молодой уже человек на самом деле, аятолла Хаминеи, он уже достаточно в годах, ему уже больше 80 лет, у него не все в порядке со здоровьем, но тем не менее он продолжает исполнять обязанности, продолжает выпускать самые разные фетвы, то есть обязательные к исполнению указания. Среди, кстати, этих фетв была фетва, которая запрещает использование и применение атомного оружия. И, собственно, теперь каждый раз, когда Иран кто-нибудь пытается обвинить, в основном, конечно, страны Запада, или кто-нибудь из соседей по Ближнему Востоку, Израиль или Саудовская Аравия, обвиняет Иран в том, что под видом
программы создания мирного атома под видом программы развития атомной энергетики. Иран создает атомную бомбу. Иранцы, ничтоже сомневающиеся, указывают на то, что как мы можем создавать атомную бомбу, когда вот у нас есть наш лидер, наш глава нашей Исламской Республики, который вот издал фетву, который запрещает применять, использовать атомное оружие. Мы же не можем его ослушаться, поэтому все эти ваши значит, рассказы о том, что мы работаем над своей бомбой, не более чем поклеп, не более чем значит, попытки обвинить нас в том, чего на самом деле никогда нет. Правда. Есть тут небольшая оговорка. Дело в том, что в шиизме есть такая доктрина, которая называется такие, которая переводится как благоразумное сокрытие. Эта доктрина разрешает шиитам скрывать их принадлежность к шиизму в случае, если они встречают кого-то крайне враждебно настроенного к шиитам, кого-то, кто, узнав, что человек шиит, может его только за это убить. Кроме того, эта доктрина такие позволяет скрывать некоторые намерения и некоторые доктрины своей веры. Вот, например, в арабских странах, в суннитских странах, которые часто прямо враждебны шиитскому Ирану, они говорят: слушайте, подождите, так это фетва, это его распоряжение аятоллы о недопустимости, невозможности применения ядерного оружия, она же, вот, собственно говоря, укладывается в доктрину в доктрину сокрытия. Они просто таким образом пытаются замылить наши глаза и пытаются скрыть от нас правду. Но мы-то знаем, нас-то на Микине не проведешь, мы понимаем, кто они такие и к чему все это идет. В общем, по большому счету, да, действительно, есть большие такие несовпадения во взглядах на мироустройство и во взглядах на богословие со стороны шиитского Ирана и со стороны большей части соседей этого государства, которые либо в большинстве своем суннитские, либо, скажем так, как шиитский Иран, шиитский Азербайджан, который тоже граничит с Ираном, такие подчеркнуто светские, подчеркнуто секулярные общества. Так, в общем, попытался я хоть таких в нескольких словах, но тем не менее объяснить, кто такой, собственно говоря, глава Иранской Исламской Республики Иран, почему он аятолла и как становится этим самым главой, каковы его функции. Поэтому вот если вдруг когда-то еще придется об этом рассказывать, я смогу всегда напомнить слушателям о том, зрителям о том, что вот у меня уже была отдельная даже часть программы посвятил разбору этого предмета, уже могу на него не отвлекаться. А вот на что должен еще сегодня отвлечься, так это на годовщину начала революции первой в 21 веке в Египте. Дело в том, что 25 января, это вот прям вот знаковая для Египта дата, 25 января 2011 года, 11 лет прошло, добралась, вернее, арабская весна до Каира, добралась она до Египта. Вот то, что вы видите на экране сейчас, это вот буквально самая первая ночь революции на площади Тахрир, центральной площади Каира, одной из, вернее, центральных площадей Каира, и в общем, тех улицах, которые ведут к этой самой площади Тахрир. Я, собственно говоря, следил за этим, вот точно так же, как мы сейчас следим здесь на телеэкране. На самую первую ночь революции я не успел, я приехал туда уже ближе к концу января и начала февраля, и несколько недель тогда провел в Каире, наблюдал за революционными событиями в этой африканской стране, в Египте. Кстати, революция началась вернее, та цепь революций, которую принято называть арабской весной, началась не в Египте, она началась в Тунисе, затронула ряд других стран Северной Африки, но вот громче всего
скажем так, масштабнее всего она заявила о себе именно в Египте. Ну, потому что Египет одна из главных стран арабского мира. Египет — это та страна, в которой больше всего, наверное, население из всех арабских стран прибывает. Египет — это та страна, которая, ну, наверное, из всех стран арабского мира больше всего знакома западному обывателю, потому что так или иначе или в школе проходили про пирамиды, или ездили отдыхать в Египет, или кто-то из родных ездил отдыхать в Египет. Вот это, кстати, то, что вы видите, я это своими глазами наблюдал тогда, будучи на площади Тахрир. Это попытки каких-то вот тетушек конных и восседающих на верблюдах тетушек разогнать протест на площади Тахрир. Вот видите, вот они есть и на верблюдах, есть и конные. Они вот буквально в толпу ворвались, людей, которые были на площади Тахрир. Кто-то был вооружен какими-то вот, не знаю, совершенно невообразимыми палками с какими-то утяжеленными наконечниками. У кого-то были веревки с привязанными к концам камнями. Но не получилось. Да, несколько людей пострадали, в том числе достаточно серьезно. Кого-то, кстати, из этих кавалеристов, горе-кавалеристов, стащили с их коней и тоже там их достаточно серьезно побили. Но не получилось сорвать у этих самых тетушек протест, не получилось повредить, помешать. Вот они, кстати, эти же тетушки, вот они ходили с портретами президента, тогда еще президента Хосни Мубарака, пытались его каким-то образом поддержать. А то, что вы видите на экране, это уже последствия революции. Это уже инаугурация президента, который пришел к власти. Вот он. Его звали, вернее, Мухаммед Мурси, он умер уже. Мухаммед Мурси — это тот человек, который пришел к власти на первых честных, открытых, демократических выборах в Египте, которые прошли, как раз которые стали возможны только благодаря вот той самой революции. А вот это вот, то, что вы видите сейчас, это лагерь сторонников Мохаммеда Мурси, потому что он пришел к власти в 2012-м, его избрали, летом 2012-го прошла инаугурация, а уже в 2013-м его сместили, военные взяли его под арест. И вот то, что вы сейчас видите, я здесь тоже присутствовал, это в 2013 году, тоже работал в Каире, тоже работал в Египте на новой революции, или как ее еще называли, контрреволюция. Мохаммед Мурси оказался под арестом, его отвезли на одну из баз военных, которые находятся прям вот недалеко от самого центра Каира, недалеко еще от мечети Раба Адавия. И поэтому вот этот вот лагерь протестующих назывался лагерь Раба Адавия. Его в конце концов разогнали, были десятки, а по некоторым данным сотни погибших во время разгона этого лагеря. Вот вы видите одну из первых попыток разгона. Использовался слезоточивый газ, резиновые пули. Потом все на самом деле пошло в куда более в сложном режиме. Уже вместо резиновых пуль были боевые пули. Вместо гранат со слезоточивым газом были автоматные пулеметные очереди. И, собственно, все закончилось плачевно, как я уже говорил, десятки, по неофициальным данным, и сотни человек погибли. Что стало поводом для второй революции? Что дало военным повод арестовать Мохаммеда Мурси? Дело в том, что Мохаммед Мурси избрался он был представителем организации «Братья-мусульмане», исламистская организация, которая стояла и стоит до сих пор на позициях, что вот любая политическая активность должна быть подчинена и исходить из целесообразности религиозной. Когда Мохаммед Мурси столкнулся с тем, что вот то, что я и рассказал, вот этот разгон. Когда Мохаммед Мурси столкнулся с тем, что далеко не все в египетском обществе и даже в правительстве и в парламенте готовы поддержать его идеи, он издал указ, он издал отдельное распоряжение, согласно которому его президентские резолюции имеют более высокую... Вот я сейчас расскажу об этом, потом вернусь. Это мой товарищ, мой египетский коллега
Ахмед Самир Асем, с которым мы вместе тогда работали, он ночевал в том лагере Раба-Адавия, о котором я говорил, и он снимал начало расстрела уже боевыми пулями людей, которые находились в лагере Раба-Адавия, и он фактически снял собственную смерть, потому что этот человек, который стреляет, вот вы видели, он навел автомат, и это были последние секунды жизни моего коллеги Ахмеда Самира Асема, который вот был убит тогда в этом самом лагере в злополучный 2013 год в самом центре Каира. Так вот, вернусь к Мохаммеду Мурси. Он издал вот это распоряжение, согласно которому его личные президентские эдикты, вердикты, как угодно можно назвать, имеют силу большую, чем решение парламента. Таким образом, он хотел обойти оппозицию, хотел поставить себя выше парламентской демократии, поставить себя выше тех людей, которые тоже были избраны всенародно. Кстати, у него были по итогам президентских выборов, он победил после 2 туров, у него не было какого-то такого серьезного преимущества. Он набрал 52, по-моему, процента голосов, около 52% голосов. А его главный оппонент, который тоже прошел во 2-й тур, его фамилия Шафик, и он был премьер-министром при свергнутом Мубараке, он набрал около 48% голосов. То есть понятно, что победа Мохаммеда Мурси не была вот такой вот всеобъемлющей. Это не была победа, про которую можно было сказать, да, понятно, вообще все, парень взял и всех порвал, за него проголосовало там подавляющее большинство населения. Нет, это действительно было вот так 50-50, 50 на 50. И очень многие люди были недовольны тем, как человек, пришедший к власти на демократических выборах с помощью людей, которые выступили за демократию и погибали за демократию, а на Тахрире и в ходе столкновений и в Каире, и в других городах с силовиками погибло около 400 человек, а может быть даже и больше. И вдруг сейчас этот человек пришедший к власти с помощью демократических инструментов, пытается ограничить эту самую демократическую власть, пытается прогнуть под себя демократические институты. И вот тогда многие в 2012-2013 годах вышли снова на площади городов, вышли снова на улицы Каира, вышли снова на улицы других городов Египта с требованием уже к Мохаммеду Мурси прекратить попытки сломать только-только установившуюся демократическую модель. И вот военные воспользовались этим недовольством, военные воспользовались новой волной революционных настроений, сместили Мохаммеда Мурси, фактически просто взяли его, отправили за решетку и собственно, подчинили страну себе, потому что потом, вскоре после того, как Мурси был смещен и отправлен под арест, эти самые военные провели выборы. Выборы уже не были честными и демократическими с точки зрения международных наблюдателей, с точки зрения тех организаций, которые обычно оценивают честность и прозрачность выборов. На этих выборах, собственно говоря, главным кандидатом был выставлен Абдель-Фаттах ас-Сиси, организатор военного переворота, его вдохновитель, человек, кстати, который возглавлял вооруженные силы при Мохаммеде Мурси, человек, на которого явно Мурси рассчитывал как на своего, как на такого генерала, который ему подконтролен, того генерала, который будет его слушаться и исполнять его приказания, но просчитался. Вот этот самый Абдель-Фаттах ас-Сиси, он себе или ему рисуют до сих пор. Вот с 2013 года он несколько раз переизбирался, если так можно сказать, и каждый раз с какими-то такими цифрами, которыми, наверное, бы и Лукашенко позавидовал, потому что у него там больше 90% каждый раз на каждых выборах происходит. А вот те люди, которые вот радовались тогда, радовались избранию Мурси, а потом требовали его освобождения. Вот вы это видите на кадрах. Многие из них вынуждены были оставить Египет и бежали. Я знаю нескольких таких людей, которые перебрались
например, в Великобританию или в Германию, опасаясь за то, за свою безопасность, а то и за свои жизни. Во многом это вот те самые люди, которые тесно были связаны или вот прямо участвовали в работе движения «Братья-мусульмане». У меня был один знакомый Мохаммед Судан из Александрии, который как раз был одним из лидеров Александрийского городского отделением братьев-мусульман. И, по-моему, телеканал Аль-Джазира в свое время какой-то из больших арабских медиа называли его одним из вдохновителей, собственно говоря, арабской весны в Египте, называли его тем человеком, который смог поднять и мобилизовать массы на революцию в 2011 году. Вот он вынужден был оставить успешный строительный бизнес, вынужден в Египте, вынужден был оставить любые свои какие-то политические амбиции и перебраться в Великобританию. Он сейчас живет где-то в каком-то из небольших английских городков. Вот какая-то часть людей, те, которые смогли сбежать, которые смогли спастись, они спаслись и перебрались за границу. Кто-то в другие африканские или ближневосточные страны, кто-то в Европу, наверняка кто-то смог перебраться в США или в Канаду. Те, которые, скажем так, у тех, у кого не было такой финансовой возможности, те, кто просто, скажем так, упустил момент, многие из них оказались за решеткой. Часть этих людей приговорили к смертной казни, потому что власти Египта объявили вообще движение «Братья-мусульмане» террористическим, сказали о том, что те, кто участвует в этом движении, они автоматически являются террористами, поэтому часто такие прям массовые суды проходили, в которых там 5, 7, 10 человек сразу сидели на скамье обвиняемых, их скопом приговаривали к смертной казни или к длительным каким-то безумным срокам тюремного заключения. Но есть еще и третья часть вот тех самых братьев-мусульман, которые не отправились в изгнание за рубеж, спрятались, скрылись от преследований в самом Египте и смогли, тем не менее, перебраться, скажем, вот на Синай. Это тот самый полуостров, который связывает африканскую часть Египта с Ближним Востоком. И там на Синае уже много-много лет продолжается такое настоящее восстание. По большому счету, это такая вялотекущая война там уже не только братья-мусульмане присутствуют, там уже есть люди, связанные с Аль-Каидой, там действует вполне себе открыто объявившая себя ветвью исламского государства движения. Там есть самые разные люди, которые вот воюют против Абдельфатаха ас-Сиси, против его режима, но они, кстати, не ограничиваются только Синаем. Синай — это их такая база. Они пытаются проводить какие-то еще вылазки за пределы этого полуострова. Время от времени устраивают или теракты, или попытки терактов как раз и в крупных городах египетских. Известно, что вот эта вот операция, которая продолжается на Синае уже много-много лет, что она стоила уже несколько десятков, а то и сотен жизней военнослужащим египетским, но конца ей нет, она продолжается. Мухаммед Мурси был тоже арестован, его судили за как раз там у него были обвинения, в том числе в терроризме, но он умер в тюрьме, судя по всему, вот вся эта история с тюремным заключением, с преследованием очень сильно подорвала его здоровье, и он не так давно умер. Кстати, Хосни Мубарак, президент, свергнутый по итогам первой революции, тоже умер. У него тоже была масса обвинений и коррупционных обвинений, связанных с убийством людей, протестующих на площади Тахрир и в других местах Египта. В итоге его после долгих разбирательств судебных, уже после того, как пришел Абдель Фатах ас-Сиси, его втихаря, но оправдали.
И он умер в 2020 году, ему был 91 год уже. Он умер в одном из военных госпиталей в Каире, потому что он сам военный был, всю свою жизнь был военным, но вот до прихода к власти. И около 30 лет он правил, но так и не смог. Он, кстати, одна из причин, которая вывела людей тогда, 25 января 2011 года на улице, было явное желание Мубарака передать власть по наследству одному из своих сыновей. И люди не выдержали и решили, что так, еще одного Мубарака, тем более молодого, которого тоже явно хватит как минимум на 30 лет, нам не надо, нам, наверное, стоит заканчивать с этим человеком, нам, наверное, стоит отказаться от всех этих Мубараков и переходить к чему-то другому. Сейчас, опять же, да, повторюсь, реальной демократии в Египте, судя по всему, нет, судя по тому, что говорят специалисты в демократических процессах. Там есть, вот, собственно говоря, устоявшийся режим Абдель-Фатаха ас-Сиси. Ну вот так и получилось. После 2 революций военные снова пришли к власти. Так, это была история египетская. Это мы наблюдали за тем, что происходило у египтян и происходит сейчас у египтян. Сейчас перенесемся в Сирию. Сирия снова оказалась к ней снова оказалось приковано внимание мировых медиа, и снова внезапно из-за ИГИЛ, которые вот прям вроде бы как уже победили столько раз, сколько никого в жизни никогда не побеждали, загнали в подполье, тем не менее ИГИЛ все время напоминает о себе, ИГИЛ продолжает напоминать о том, что он никуда не делся, вот он есть, он готов к каким-то своим новым, не очень приятным для жителей Ближнего Востока свершениям. На севере Сирии, в той части, которая не контролируется правительством Башара Асада, в той части, которая контролируется какими-то группировками, в первую очередь курдскими, теми группировками, которые находятся в тесном контакте и во взаимодействии с американским военным командованием, была попытка освободить несколько сотен, а то и несколько тысяч бывших бойцов ИГИЛ из тюрьмы. Там на вот этой вот территории есть несколько тюрем и несколько лагерей, в которых содержатся бывшие боевики ИГИЛ, бывшие бойцы ИГИЛ, в которых содержатся члены их семей. Ну и кроме того, там содержатся люди, которых просто подозревают в том, что они когда-то где-то воевали вместе с ИГИЛ, воевали за установление вот этого так называемого халифата на территории Сирии и Ирака. В одной из этих тюрем содержится около 4,5-5 тысяч вот этих вот самых людей. Из них как минимум 500 это мальчики и подростки до 18 лет. И вот в конце минувшей недели на эту тюрьму было совершено нападение, как сообщили потом, спящей ячейки ИГИЛ. Нападение было тщательно спланировано. Судя по всему, не только снаружи пытались пробить стену и сломать забор, вот эти вот самые спящая ячейка ИГИЛ, но и внутри тоже была какая-то подготовительная работа проведена. Судя по всему, там внутри у кого-то из тех людей, которые присутствовали в этой самой тюрьме, были вооружения, было какое-то оружие, они смогли поддержать тех, кто пытался их вытащить снаружи. Было нападение. Пробили вот действительно забор. Вот то, что вы видите сейчас на экране, это снято уже вот этими самыми курдским так называемым ополчением после того, как бои в тюрьме и вокруг этой тюрьмы закончились. Кроме того, известно, это все, кстати, происходило в городе Хасака, одном из крупнейших городов на севере
севере Сирии, вернее, рядом с этим городом. Вот вы видите, это съемки из Хаммера. В Хаммере куча портретов Аджалана, человека, который в Турции и в ряде других государств считается террористом. Он организатор рабочей партии Курдистана, идеолог и вдохновитель рабочей партии Курдистана. Поэтому там с точки зрения, например, турецкого правительства, то, что происходило сейчас вокруг этой тюрьмы и внутри нее, это там отчасти бои одной террористической группировки против другой. А вот смотрите, это белые флаги, которые из-за стен, из таких полуразрушенных стен тюрьмы, вот эти вот самые заключенные этой тюрьмы машут. Вот они показывают, что они сдаются, что они не готовы оказывать сопротивление. Больше 4 дней шли бои в тюрьме и вокруг этой тюрьмы. Были сообщения о том, что в нескольких жилых домах рядом с тюрьмой захвачены квартиры, и дома в частном секторе захвачены боевиками ИГИЛ, которые готовились эти дома и эти квартиры использовать в качестве каких-то огневых точек, прикрывая, наверное, отход своих товарищей, если бы им удалось вырваться из тюрьмы. Американцы, которые там, у которых есть боевое присутствие, реальное боевое присутствие на севере Сирии, подняли в воздух вертолеты, и с помощью этих вертолетов была нанесена серия ударов, то есть вертолеты выпускали ракеты по каким-то тем группам, которые пытались прорваться к тюрьме или даже, может быть, прорвались на территорию тюрьмы. Кроме того, американцы подтянули свои бронемашины Брэдли, а сами эти бронемашины вроде бы как официально участие в операции по ликвидации опасности на территории тюрьмы участие не принимали, но обеспечили прикрытие вот бойцам этих самых курдских групп, которые в конце концов вот эту вот попытку восстания в тюрьме или попытку освободить тех людей, которые содержатся в этой тюрьме, подавили. Известно, что, вот как я уже говорил, там около 500 мальчиков и юношей-подростков находились в тюрьме, и обе стороны обвиняют друг друга в том, что этих ребят пытались использовать в качестве живого щита. И на самом деле использовали в качестве живого щита. Там речь идет о том, что не меньше 150 человек погибло, но это, правда, данные не подтвержденные, неизвестно, что там на самом деле происходило и как происходило. Но вы видите, да, это все на очень небольшом участке, но и такое ощущение, что что прям вот огромная война, и машины разбиты, и сожженные какие-то строения, и руины, и, прям вот действительно, вот эти 4 дня были вполне себе интенсивных боев. Известно, так вот, одна сторона и обе стороны утверждают, что использовали мальчиков, заключенных в качестве живого щита. Правда, вот курды говорят, это на самом деле они не заключенные, они находились не в самой тюрьме, а в каком-то строении рядом с ней. И это строение рядом с тюрьмой использовалось в качестве колледжа или в качестве интерната, в котором мальчишки проходили значит, какой-то курс реабилитации. Вот то, что вы видите на этих кадрах, это вот, собственно говоря, те силы, вторгшиеся на территорию тюрьмы, вот ведут бои с человеком, который туда прорвался, вот у него оружие. Кстати, американцы, вернее, не американцы, а союзные им вот эти вот курдские формирования сообщают о том, что в ходе нападения на тюрьму были использованы взрывники-смертники. То есть люди, буквально обвязавшиеся взрывчаткой, убив себя взрывом, проломили стены и дали возможность другим туда пройти. Вот они показывают какие-то флаги игиловские, которые вроде бы там были, вроде бы как использовались при захвате, при попытке захвата тюрьмы. Кстати, замечу, это не единственная такая очень громкая активность ИГИЛа за последние дни. Примерно в то самое время, когда вот это вот нападение происходило на севере Сирии, в соседнем Ираке, буквально в паре сотен, наверное, километров от этих самых мест, бойцы ИГИЛ напали на военную базу иракской армии.
Известно, да, что в этом нападении было убито 10 военнослужащих армии вооруженных сил Ирака, и в то же самое время еще и примерно в эти же самые дни еще одно было нападение совершено. Около 200 километров разделяют две эти точки. Вот ту точку, которую вы видите на экране, и еще одну точку, на которую напал ИГИЛ, тоже в Сирии было нападение. И, собственно, какой мы можем сделать вывод? Мы можем сделать вывод ровно один. Все эти бравурные заявления самых разных политиков, самых разных генералов, там, начиная от Путина какого-нибудь, и заканчивая какими-нибудь курдскими ополченцами. Так вот, все эти заявления о том, что с ИГИЛ покончено, ИГИЛ разбит и никогда больше, не будет никому угрожать, это не более чем абсолютно пустая брехня. Все прекрасно они себя чувствуют, они действительно способны и могут проводить достаточно серьезные операции, они действительно до сих пор представляют очень серьезную угрозу для Сирии, для Ирака и, судя по всему, для ряда других государств, не только, кстати, региона Ближнего Востока и Северной Африки, возможно, что и для других стран тоже. Тут важно отметить, что в том же Ираке, да и в Сирии тоже есть десятки тысяч человек, которые просто страшно разозлены на местные власти или на центральные власти из-за того, что их родственников годами удерживают вот в такого рода тюрьмах или в каких-нибудь лагерях, часто не предъявляя обвинения. И этих людей просто запихнули туда, что называется, под горячую руку попавших людей. И их родственники, часто это взрослые уже мужчины, состоявшиеся мужчины, не понимают, почему их отцы и их братья находятся в тюрьме. И, конечно, их симпатии вовсе оказываются не на стороне тех людей, которые удерживают их родных где-то там за колючей проволокой или за решеткой, а на стороне тех людей, которые воюют против этих самых властей. И поэтому, собственно говоря, мобилизационный ресурс у ИГИЛа очень и очень большой. Мобилизационный ресурс у тех групп, которые могут там прикрываться игиловскими идеями, тоже очень большой. И плюс ко всему, конечно, это еще и всеразрушающая и всюду проникающая коррупция. Потому что, тех, кого не смогли вытащить из тюрьмы с помощью взрывчатки, террористов-смертников и каких-то бронированных машин, наверняка смогут вытащить из тюрьмы за какие-то деньги. Может быть, большие, может быть, небольшие. И известно, и те же американцы, кстати, об этом говорят, что частично пустеют с течением времени тюрьмы или лагеря, в которых содержатся люди, обвиняемые в сотрудничестве с исламским государством, не потому, что кого-то оправдали, не потому, что там состоялись какие-то судебные действия, на основании которых было принято решение, что тот или иной человек невиновен, а просто потому, что договорились, просто потому, что родственники нашли какие-то деньги для того, чтобы, что называется, подкупить тех, кто охраняет их родных и близких. Ну и плюс ко всему, да, это проблема тысяч людей, которые находятся в заключении, и никак не может быть решена. Что с ними делать? На всю жизнь их там оставить? Эти тюрьмы перенаселены, их нужно кормить, денег очень часто у людей, собственно говоря, у властей нет. Это та территория, что Сирия, что Ирак, которые после этих многолетних войн действительно просто в гуманитарном кризисе, в тяжелейшем находятся. И что делать с этими людьми? Кормить их просто так? Отпустить их? Это тоже очень большой вопрос, на который нет такого однозначного, простого ответа. А что ж, раз нет простого однозначного ответа, значит, понятно, что будут и новые проблемы. Понятно, что эти проблемы никуда просто так не денутся. Так, ну что ж, это мы все так как-то были в регионе Ближнего Востока сосредоточены. Давайте сразу мотнем глобус и перенесемся на Дальний Восток. Под конец расскажу вам немного о Тайване. Тайвань столкнулся с небывалым вторжением в свое воздушное пространство со стороны соседнего Китая. Сразу 38 самолетов, 34 истребителя, даже 39 самолетов, если посчитать, 34 истребителя
4 самолета радиолокационной разведки и 1 бомбардировщик китайские вторглись в силы, прошу прощения, вторглись в воздушное пространство Тайваня. Тайвань поднял навстречу свои самолеты, американцы перебросили туда свои авианосные группы и свои корабли поближе к Тайваню. Вот то, что вы видите, это одна из таких вот групп флотских. Она еще здесь в Филиппинском море, но уже переброшена в Южно-Китайское море, поближе к Тайваню. Прошу прощения, американцы проводят сейчас там вблизи китайских берегов такие масштабные учения. Американцы демонстрируют вообще свое намерение во что бы то ни стало отстоять. Видите, какие красивые, действительно огромные авианосцы и корабли сопровождения, и самолеты. Вообще снято, конечно, прекрасно сделано. Понятно, что это постановочно. Понятно, что это все сделано в ходе каких-то таких вот специальных маневров, ориентированных на то, что это все будет снято и продемонстрировано. Такое вот, пропагандистское, если хотите видео, но оно действительно впечатляет, оно действительно на него интересно смотреть. Так вот, китайцы говорят о том, что американцы сами вторгаются в их воздушное и морское пространство. Китайцы говорят, что американцы ведут себя совершенно несдержанно, а сами китайцы говорят: а Тайвань наша территория. Мы, собственно говоря, там какие-то мятежники сидят, но рано или поздно эти мятежники вынуждены будут вернуться под наш контроль. И вот такие вот истории с залетами огромных каких-то таких звеньев авиационных или с заходами китайских кораблей в те воды, которые Тайвань считает своими, они происходят регулярно, на самом деле уже год, а то и больше. И Минобороны Тайваня считает, что уже было сделано такое заявление о том, что любое такое вот вторжение может стать началом массированной интервенции Китая в Тайвань, Китая на Тайвань. И считают, возможно, не безосновательно, власти Тайваня считают, что китайцы проверяют, во-первых, действительно проверяют реакцию Тайваня на то, как он будет реагировать, а прощупывают какие-то слабые места в обороне, пытаются понять, как бы сделать так, чтобы, вот, собственно говоря, каким-то резким одним маневром взять и сломить волю Тайваня к сопротивлению. Ну вот сейчас, конечно, вот именно сейчас это все очень сложно будет Китаю сделать, потому что там присутствуют вот все вот эти вот американские силы, включая авианосные группы, включая подводные лодки, включая большое количество самых современных кораблей. Но, тем не менее, Китай не оставляет свое намерение вернуть Тайвань под свой контроль. Китай не отказывается от своего желания все-таки сделать так, чтобы Тайвань стал частью большой китайской народной республики. Я на этом уже буду прощаться, а сейчас вот после того, как попрощаюсь, предлагаю вам посмотреть сюжет о том, собственно говоря, почему же вдруг Китай так сильно намерен вернуть под свой контроль Тайвань, и почему же, как так вышло, что Тайвань оказался таким осколком, который никак не хочет вернуться под контроль Пекина, несмотря на то, что и там живет по большому счету один и тот же народ, этнические китайцы. Я на этом прощаюсь, всего хорошего и счастливо. Смотрим сюжет. На рубеже 19 и 20 веков феодальная китайская монархия потерпела ряд военных поражений от японцев и европейских колониальных держав. Горечь от этих поражений заставила китайских правителей заняться внутренними реформами, с помощью которых они надеялись создать новую боеспособную армию и вернуть себе подорванное иностранными победами уважение подданных. Из всего задуманного планировалось, например, открыть современные университеты, наладить издание на китайском языке книг современных на тот момент авторов, построить канализацию и отремонтировать дороги. Так вот, из всего этого более-менее довести до ума удалось лишь перевооружение армии и создание офицерского корпуса. Эти офицеры в 1911 году выступили против обучившей и вооружившей их монархии. Во главе революционных от
отрядов, состоявших из солдат и требовавших доведения реформ до конца, крестьян и купцов. Серия бунтов и переворотов в итоге привела к крушению монархии, существовавшей в Китае около 2000 лет, и провозглашению Китайской республики. Вскоре за появлением нового государства последовала длительная череда войн. Левые партии воевали против правых, социалисты со сторонниками восстановления монархии. Значительные территории Китая и вовсе оказались под властью полевых командиров, чуждых любой идеологии и живших грабежом. В какой-то момент руководители главной националистической партии Гоминьдан оказались в изгнании в Японии, однако смогли не только вернуться на родину, но и в 20-е годы стать союзной политической силой и объединить разрозненный бесконечными междоусобицами Китай. Любопытно, что националистам из Гоминьдана долгое время помогало советское правительство, считая, что гоминьдановцы будут полезными союзниками в случае столкновения с Японией, которая имела к Москве территориальные претензии. Коммунистическая партия Китая долгое время игнорировалась советской Россией, так как не представляла собой реальной политической силы. До конца 1920-х годов это был, по сути, полуподпольный марксистский кружок, в котором состояло всего несколько десятков человек, к тому же еще и признававший над собой примат Гоминьдана. Но к 30-м годам коммунисты смогли превратиться в реальную политическую и военную силу, привлечь в свои ряды немало китайцев и даже взять под свой контроль несколько районов, в которых жили миллионы человек. Созданная там Красная армия Китая с переменным успехом вела бои против Гоминьдана до вторжения Японии в 1937 году. Столкнувшись с внешней угрозой, коммунисты и националисты смогли договориться о перемирии и вместе вступили в войну против интервентов, продолжавшуюся до капитуляции Японии осенью 1945 года. Японская агрессия измотала Гоминьдан, а нежелание главы партии генерала Чана Кайши проводить после окончания войны демократические реформы подорвало доверие народа к националистам. После поражения Японии гражданская война в Китае вспыхнула вновь. Поначалу Гоминьдану удавалось отбирать у коммунистов города и укрепленные районы, но со временем, уже снабжаемая и обучаемая советами, Красная армия Китая перешла в контрнаступление и обратила националистов в бегство. В октябре 1949 года глава китайских коммунистов Мао Цзэдун провозгласил создание Китайской Народной Республики и назначил себя ее председателем. Подчиненные ему армии в это время теснили остатки деморализованной и разобщенной гоминьдановской армии на юг страны. К концу 1949 года коммунисты заняли весь Китай. Чан Кайши, остатки его армии, чиновники и их семьи, всего около 2 миллионов человек, бежали на остров Тайвань в 150 километрах от материка. Гоминьдан стал там правящей партией и долгое время многими западными странами признавался как легитимное правительство всего Китая. Дошло до того, что несколько десятилетий Китай в ООН представляли именно тайванцы-гоминьдановцы, а не чиновники из Китайской Народной Республики. В официальных документах правительство Тайваня по-прежнему называет себя Китайской Республикой, тем самым подчеркивая свои претензии на весь Китай. Правда, статус этого правительства уже не таков, как прежде. В начале 70-х годов США, а вслед за ними и другие западные страны, признали коммунистическую власть в Пекине. Благодаря этому признанию европейские и американские компании смогли получить в свое распоряжение дешевую китайскую рабочую силу и новые рынки сбыта. Пекин же получил инвестиции и место в ООН. Сейчас Китай в главной международной организации представляют именно коммунисты. Тайвань же там не представлен вовсе. Страны Евросоюза и США давно уже не считают тайваньских чиновников правительством материкового Китая в изгнании и формально даже не признают Тайвань независимым государством. Но неофициально Запад оказывает тайванцам политическую, дипломатическую и военную помощь. Так США открыто поставляют на Тайвань ракеты, ударные вертолеты, боевые корабли и другую военную технику вопреки протестам Пекина и попыткам китайских чиновников блокировать сделки Тайваня в оборонной сфере.